Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова, наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов, Айдын. А в нашей студии гости, я рада его представить. Сегодня в нашей студии Виталий Долгунов, клинический психолог наркологического диспансера республиканского. Добрый день. Виталий, спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. Тема сегодняшнего эфира звучит так: разрешение на оружие. Мы будем говорить про огнестрельное и травматическое оружие, про всю процедуру, весь алгоритм, который нужно пройти всем тем, кто хочет получить разрешение на ношение и хранение такого оружия. Это люди, наверное, которые все-таки думают о самообороне, да, которым это необходимо, люди, которые хотят охотиться, и люди, которые по роду деятельности должны с этим оружием соприкасаться. Но начать наш эфир я хотела бы с вопроса вас, о том, как вы пришли в профессию клинического психолога, потому что у вас очень интересная и такая нетривиальная история. Расскажите, пожалуйста. Ну, как начать? Это мой духовный путь, могу сказать, да, и этот духовный путь уже продолжается более 30 лет. Смутные 90-е годы, да, я как-то уверовал однажды Бога, и когда приходил на религиозные обряды, все прошел, да, и после этого у меня такое веяние было, да, в конце 90-х я отпросился через настоятеля нашего прихода, да, пойти в монастырь. Я в монастыре в Москве продержался 3 года. Интересно, что в Москве. Вы же в Якутске жили? Да. А почему вот именно Москва? Потому что там центр как бы нашей страны, столица. И в конце 90-х я увидел ту Москву, которая сейчас уже не такая. Сейчас Москва очень шикарная, красивая. А 90-е годы была разруха, там люди сидели по дорогам, около дорог, да, дети были, бездомных очень много было, да, и в какой-то момент, в протяжении 3 лет, как я там находился, да, мы помогали тем бедным, обездоленным, которые находились в Москве. А вы в качестве какой там чин или как это называется, нет, статус я в был церкви? послушником. Угу. И через 3 года у меня должны были быть первые обеты. Обет послушания. В это время у меня случился такой религиозный кризис, и я вернулся обратно. Но 3 года это большой срок, да, ведь очень. Но настоятель нашей, там, где я находился в монастыре, он сказал, да, всегда, Виталий, перед тобой открыты двери. Если ты хочешь вернуться, да, мы всегда тебя примем. Я приехал сюда, и мама и отец были очень рады, что я бросил там, да, духовное. Вернулся в мирскую жизнь. И они сказали, учись на экономиста или бухгалтера, они сказали. Но я-то подумал, что мне нужно было выбрать философские науки. И такое веяние новое было, да, и я поступил на психолога. Психолога проучился, и я понял, что у меня было, после 3 лет депрессивное состояние, от которого я не мог выйти. А потом после окончания я дал резюме в школы, больницы, да, и мне было предложение из 3 больниц, одно из дома престарелых и еще несколько от школ. И я пошел, да, и я не знал, куда идти.
На расхват прямо. А Ага. депрессивное состояние, вы говорите, оно было это в процессе, пока вы учились? Ну, депрессивное состояние, я просто это синтезировал свое состояние, да, и по окончании учебы я понял, что у меня было депрессивное состояние. То есть, отучившись, вы как бы сами себе Мгм. поставили Да. диагноз, и, возможно, из-за этого вы вот и пошли в монастырь, да, чтобы найти какие-то ответы на вопросы? Ну, до этого у меня было влюбленное состояние влюбленности в Бога, да, и я пошел, как М. бы это гонимый Духом Святым, да, туда. А потом, когда я туда пошел, у меня кое-какие были мирские, как бы это проблемы, да, и это конфронтация духовности и мира, да, мир, скорее светская жизнь, да, во мне победила. Мгм. Я, когда много предложений было, и я тоже попал в какой-то ступор, да, я подошел настоятелю своего прихода и говорю, вот так-то и так-то, да, и я не знаю, куда пойти работать. А он сказал, иди туда, где ты не будешь ждать благодарности, да, найди тот путь духовный, да, который самый трудный. И я пошел в наркологию. И наркологией я уже работаю уже более 13 лет. Но до этого я работал в реабилитационном центре наркологических больных. Но это точно непростой путь, потому что вы встречаетесь с людьми, которые приходят, чтобы избавиться от зависимости, и, наверное, не всем можно помочь в этой истории. Ну, у каждого человека я понимаю, что свой путь, да, некоторые осознают, да, свою болезнь. И с такими клиентами, пациентами можно поработать. А есть люди, которые не осознают. Им прекрасно находиться в опьяненном состоянии. И они не думают, да, что придет конец, а алкоголизм и наркомания, они такие прогрессирующие заболевания, да, они приводят в конце все равно к смерти, да. И так получается, что они, наслаждаясь, ну, теми моментами, которые их окружают, да, они могут забыть и друзей, и родных, да, и вообще отключиться от окружающего мира. Но могут рассуждать так: мы все равно все умрем, да, так лучше я Мгм. проживу жизнь там в каком-то Да, да, да. кайфе таком, да, чем Мгм. откажусь от какой-то своей зависимости. Мгм. Но это, конечно же, такое мнение, путь такой чреватый, да, опасный, потому Мгм. что любую минуту ты можешь и сам сгореть, да, от такой Мгм. зависимости, и еще и совершить какие-то незаконные действия, да, еще других людей за собой потащить. Поэтому Мгм. это, конечно, такой тонкий И лед. кое-какие были трудности, да, в моей работе, потому что мое детство тоже связано, как бы это человеком, ну, страдающим от алкоголизма, да. И я как бы это до принятия своего как бы это профессиональной дороги, да, я ненавидел тех людей, которые приходили ко мне за помощью, да. Алкоголиков ненавидел, наркоманов вообще боялся, да, какие они вообще из другого мира, да, как будто люди, я с такими не сталкивался, и были такие моменты. И однажды моя заведующая позвала к себе и говорит: Виталий Александрович, вам нужно уйти с работы, да? Так прямо, да? Ага, прямо. Вы нам не подходите, потому что вы ненавидите алкоголиков. А алкоголики, говорит, наши, как бы это, пациенты. А в Они чем будут всегда. Но это, наверное, с детства, когда ты ненавидишь того человека, и те моменты, когда твой, ну, родитель очень часто пьет, уходит в запой, и такое нервное состояние, да, и в конце, когда ты его не принимаешь, да, ты это все отторгаешь.
И какой-то момент, да, вот, например, это, наверное, тоже повлияло на мой духовный путь в Москве, да, потому что я некоторых людей, сословий людей, которые меня окружали, я их ненавидел, не понимал. Я как бы отторгал от детства, и это получилось. И она сказала, Елена Алексеевна Иготти, она работала нашим заведующим, и она говорит: Виталий, или ты меняешься и будешь работать с нами дальше, да, или ты уходишь обратно себе в деревню, да, в Нюрбу. И я так подумал за 3 этих дня, и я так подумал, и пошел своим двоюродной сестре и брату, и говорю, так-то и так-то, она мне так сказала, и я, короче, с понедельника ухожу с работы. А двоюродный брат такой сидел и говорит, она же правду сказала. Что ты думаешь? Это все правда. Тебе нужно меняться. Может быть, просто правда была в том, что вам нужна была самому помощь, потому что вы как бы образ да, близкого своего человека, с которым вам было сложно в детстве, переносили неосознанно на тех людей, которые к вам приходили за помощью. Наоборот, может быть, это было ну, такая просьба, да, чтобы вы помогли себе. Да. Вы разобрались в своих вот... Но это же очень тяжело в таком состоянии еще людям помогать. И как вы справились с этой проблемой, с этой задачей? Я подумал, что я дурак. Но конечно, почему? Я дурак, да, потому что я такой, что я их не принимаю, и я говорю, что это не мой родственник, который мне дал столько страданий, да. Но мне хочется за вас заступиться, это не дурак, это боль, которая детская и боль. И больно, и стыдно, и как бы это страшно, да, и их нужно принимать. И до понедельника я поменялся. И даже имидж... До понедельника, за выходные? Да, за выходные я поменял свой стиль одежды, даже прическу, да, и понедельник, когда я пришел, они все ахнули. Вот, говорит это. И Елена Алексеевна такая потом шутила и говорит, знаете, как золотой пинок помогает людям, которые хотят оставаться у нас работать. Ну, это как-то очень по бразильской системе, как вы так быстро смогли перестроиться. Ладно, вы внешность поменяли, да? Ну, а потом, когда внешность меняется, да, и чувство уже совсем другое, да? От внешнего к внутреннему. Да, это психосоматика. И после этого у меня уже начало все меняться вокруг. Я просто осознал, и в конце... Ну, мой отец умер до его смерти, когда, ну, еще где-то 4-3 года осталось, мы с ним подружились. И я говорю, папа, я, оказывается, такой дурак, я тебя так сильно люблю. А он говорит, я всегда тебя любил и буду любить. И мы так с отцом помирились. Он какое-то время вообще не пил, и мы столько дел сделали вместе в деревне, да, и все время вместе ходили, и он рассказывал, и он думал, что я вернусь, вот это за лошадьми, это буду присматривать, буду жить в деревне, да, но так не получилось. Так интересно, как будто бы выбор вот этой профессии, да, вам помог прийти к отцу, да? То есть как-то, может быть, через этих людей понять, что зависимость это вот, ну, это как болезнь, да, это отдельно от человека. И, может быть... Это не только его болезнь была, да, но и моя, потому что я был созависимым. Скажите, на сегодня с какими проблемами чаще, как звучат запросы тех, кто к вам приходит? Как они обозначают свою проблему, свою ситуацию? Зависимость или созависимости? Но мы все психологи, клинические психологи наркологии, работаем с зависимыми людьми, да, и родственниками, которые живут рядом, вместе, да, с супругами, созависимыми, даже детьми, да, которые живут родителями, которые пьют, да. И каждый клинический психолог наркологии направлен на это,
чтобы реабилитировать эту семью, да, внедрить в общество, чтобы они стали полноценными людьми, да, общества. Потому что когда человек очень сильно пьет, он может потерять не только работу, да, но и друзей, большой круг своих друзей, а потом родственников, да, А и бывает все такое. наоборот, бывает, отказываешься от алкоголя, из-за того, что ты отказался, ты теряешь прежние компании, прежних друзей, Это перестаешь... собутыльников теряешь. Ну, и они бывают и друзья в том числе. Ну, если друзья такие, но это нужно тоже пережить, да, пережить таких моментов. Почему алкоголик пьет? Потому что когда он перестает, он начинает нервничать. Потому что ему трудно, да, организм требует, а он не может понять, почему он такой нервный. И поэтому через какое-то время трезвость, когда он уходит в ремиссию, да, он через какое-то время понимает, да, что, оказывается, трезво жить, да, намного совершенно лучше, да, чем в пьяном виде. Но это сколько времени нужно человеку, чтобы он понял, ощутил преимущество трезвой жизни? Ну, я до сих пор дружу с некоторыми людьми, они сказали, да, через год, через 1,5 года, да, приходит осознание. Оказывается, я жил неправильно. А чтобы человеку продержаться этот год и 1,5 года, это же достаточно продолжительное время, чтобы продержаться без спиртного, как можно ему помочь? И за какой помощью он должен прийти сам? И сам ли он должен, или могут это сделать близкие? Ну, к нам обычно какие люди, да, обращаются, а сами алкоголики никогда не обращаются. Но вот в этом же Обращаются, проблема. да, обращаются близкие люди, которым все надоело, да, и они неосознанные, например, родители или супруги, они говорят, да, берите его, сделайте так, чтобы не пил, да, а потом, когда он вообще-то, когда не пьет, да, зарабатывает хорошо. И они смотрят на нас, как будто эти феи, да, крестные золушки. А как можно забрать человека, который хочет пить, а его родственники не хотят, чтобы он пил, а он сам, его все устраивает? Как можно его насильно забрать и насильно вылечить? Ну, обычно те, которые, да, приходят, они говорят, да, но мы насилием как бы их не лечим. Все равно Он же ему всё равно нужно, да? потом выйдет и начнет Ага. заново. Он проходит у нас консультацию нарколога, да, он может сдать, например, обычные вот эти анализы, да, и ему констатируют, да, по факту, что у вас проблемы с печенью, потому что анализы так показывают, да, у вас с сердцем, у вас такие, да, и если вы очень долго пьете, вы можете умереть, да, например, ну, что из запоя не можете выйти, да, потому что когда люди из запоя уходят, им очень трудно выйти как бы из запоя. Поэтому они обращаются в платные клиники, да, наркологические. У нас что, как бы это, если вы проходите бесплатное лечение, да, то у вас происходит так, что когда вы бесплатно проходите у нас лечение, вы становитесь на диспансерное наблюдение. Это 3 года. Наблюдение, да, в это время вы не можете пользоваться, ну, не только оружием, да, но и водить машину. Кое-какие ограничения. Поэтому, если наверное, вы никто не проходите на платной, да, анонимно, то когда вас интоксикацию снимает, на учет вас никто не ставит, да, на платном. И те же самые, например, услуги вы можете приобрести у нас, да, консультация клинического психолога, да, пройти дневную реабилитацию. Если даже, например, бывают такие моменты, да, что...
Да, мы скоро уходим на короткую рекламу, и во втором блоке мы продолжим говорить о том, как сохранить свое психическое здоровье. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем. Сегодня в нашей студии клинический психолог Республиканского наркологического диспансера Виталий Долгунов. Мы говорим сегодня о том, как важно быть в нормальном психическом состоянии, но не всем это удается, и не удается тем людям, у которых есть зависимость алкогольная или наркотическая. Именно такие люди являются вашими пациентами, и таким людям вы наверняка откажете, если они захотят приобрести разрешение на огнестрельное оружие, да, или на травматическое оружие. Если человек состоит на диспансерном наблюдении, да, даже на профилактическом, он не имеет права пользоваться оружием и водить автомобиль. Но опять же, это тот человек, который не анонимно, да, 3 года он должен пройти какое-то лечение, да, закрепить за собой статус, то, что он ведет трезвый образ жизни, не употребляет какие-то химические вещества. Но вы сказали, что можно и не вставать на учет, если ты сделал это анонимно, да, там прошел какое-то лечение, да, и в таком случае, в общем-то, человек остается опасным, но он может получить оружие. Но суть платных услуг, анонимности в этом, наверное, и состоит. Поэтому те, которые работают, да, водят машину и все такое, пользуются оружием, они, когда интоксикацию снимают, они проходят через частные клиники, платные услуги, да, наркологические, и просто они могут прийти, потому что когда человек приходит к нам, это приказ 1104, который уже действует 4 года, да, там написано, если этот человек кое-какими параметрами не подходит, да, там он не может пройти на владение оружием. Именно в этом приказе 1104 написано, да, сколько врачей нужно пройти. Какие люди проходят обычно у нас на оружие. Это те, которые продлевают оружие, да, только-только первый раз начинают получение на приобретение огнестрельного оружия, да. Это охранники 6-го разряда, которые владеют тоже оружием. Это начальники ЧОПов, каких-то служебные, служащие, которые имеют, да, тоже владеют оружием, инкассаторы, там, кое-какие безопасные. Полиции тоже через вас проходят? Или у них свое? У них свое, потому что они проходят те же кое-какие психиатрические, да, патопсихологические обследования, и они устраиваются именно на работу, когда работают, да, у них уже разрешение есть. А с какой целью хотят люди приобрести оружие, огнестрельное или травматическое? И расскажите какие-нибудь примеры. Вот, например, простой человек, если хочет. Вот, например, я бы захотела, да, в целях самообороны, например. Если вы хотите, какое оружие сперва хотите получить? Какое-нибудь несложное, с которым я смогла бы в случае чего, не приведи Господь, справиться. Например, там, не знаю, пневматический, да, пистолет. Я вот сначала думала про баллончик, но его можно, по-моему, просто так приобрести. А если речь уже о пистолете таком, то... Вам нужно обратиться в Росгвардию, потому что вам нужно пройти обучение, как пользоваться этим, да, оружием. То есть потом... сначала я прохожу обучение, они даже еще не знают, имею ли я, пройду ли я медкомиссию, они еще не знают, но они меня уже обучат. Они еще не только вас обучат, да, и они скажут, какой медосмотр вы должны пройти.
чтобы приобрести это оружие. Вам же нужно инструкцию почитать, да, как этим пользоваться, в тире пострелять, может это не ваше оружие, да, которое вы хотели пистолет, вот так повертеть, бах-бах, на самом деле совсем другой. Нет, я хочу... Очень много в последнее время женщин-охотников. Да? Чаще такие, да, встречаются мотивации? Да, очень часто у нас. Где-то от 100, наверное, 10 это приобретают женщины. И я у них интересуюсь, вы охотитесь? Они говорят, да. А еще приходят такие женщины, которые... Оказывается, есть такая профессия, да, помощница кадрового охотника. Они тоже проходят. Это жены, которые как бы это не только создают уют, да, но со своими мужьями на опушку леса, да, на избушке так переходят. Они не только жены, да, но и помощники. И они тоже проходят на оружие. Но там идет же речь уже о другом оружии, там огнестрельное, и, наверное, это винтовка или ружье, да? Ну, первый раз, когда они проходят, они, мне кажется, получают не автомат, а простое оружие, которое вот двуствольное, одноствольное, да, как-то называется, я даже не разбираюсь. Папа меня как бы это научил, и 18 лет, когда мне исполнилось, он подарил мне ружье, да, я потом, двустволка такая была, я этим не пользовался, но старший мой брат очень этим пользовался. Вы говорите, что в последнее время стали чаще, да, вот такие запросы, что женщины хотят приобрести. Да. Но, может быть, это связано с тем, что все-таки времена сейчас такие у нас, неспокойные, и, может быть, заодно обучиться, вроде бы как под видом охоты, но так, чтобы было спокойно на душе, что ты вдруг, если там что-то, то ты сможешь этим оружием воспользоваться. Ну вот инструкции, наверное, не говорят, что для самозащиты, да, а для охоты они, наверное, инструктируют. Но в лесу всякое бывает. Можно и на рыбалку поехать и пригодится, да. Например, на северных, да, где очень много очень вкусной такой дорогой рыбы, нельма, да, таймени. Там рядом с вами будут рыбачить не только вы, да, но и звери. Например, медведей, да, очень много, поэтому они приобретают. Чем дальше от Якутска, да, тем больше хищников. Мне кажется, вообще очень сложно, если ты ни разу ни в кого не стрелял, ни во что живое. Это обучает Росгвардия. У них тир есть, вы туда идете и обучаетесь, как Но это стрелять. тоже, наверное... Это даже проходят те, которые хранят оружие, которые по наследству им пришло, да, женщины, которых погибли мужья, умерли, да, от смерти, да, они приходят и на хранение до совершеннолетия своего сына, да, они каждые 5 лет приходят и проходят нас, да, на хранение. Они этим не пользуются, но хранят. И их обучают, как хранить в сейфах, там это, если даже не используетесь, да, вот это все равно, но это закон, да, который мы не можем нарушить, да, если это закон, так надо. И каких врачей, да, вот обычный человек проходит, когда записывается через 122, добавочный 113. Добавочный, почему я так говорю? Потому что там проходит, да, голосовое сообщение. Нажмите туда номер 1, вот добавочный 113. Когда голос звучит, нажимайте вот такое. И вы попадаете на колл-центр. И через колл-центр вы начинаете записываться для прохождения, получения, пользования оружием. Но да? Это уже после того, как ты пошел и подал заявку в Росгвардию, и там прошел. Да, или хочешь продлить, да?
свое пользование на оружие. Уже истекло 5 лет, пришли, и ты идешь, через телефон 122 звонишь и записываешься. 2 адреса, да, которые принимают вас. Это Михаила Николаева, 38. А раньше это проспект назывался Автодорожный. А потом Ломоносова, 102. На Ломоносова 102, да, могу сказать, там более свободно. Потому что там записей, окошек очень много. Вы можете так записываться на Ломоносова. И близко, почти центр, да, это автовокзал, район автовокзала, там можете записаться. И вы проходите первым специалиста, это нас, клинических психологов. А потом после этого идете к психиатру, а потом офтальмолога, нарколога. А наркологу нужно приходить, чтобы у вас было 14 дней трезвости, потому что наше тестирование выявляет, да, даже, народные напитки, как кумыс, бырпах, да, он тоже выявляет, потому что там вы добавляете сахар, и когда вы добавляете сахар, да, это уже становится слабоалкогольным напитком. Да? Это все за один день всех врачей можно пройти? Если записываетесь так, можно пройти за весь день. Тогда, бывает так, да, на Михаила Николаева записываетесь, вы первый день проходите психолога клинического нас, да, а потом проходите психиатра. А нарколога уже запись идет на 2 недели вперед. Так тоже бывает. А клинический психолог и психиатр, он задает вопросы, да, просто осматривает? Мы, клинические психологи, проводим обследование, поэтому тех, которые хотят пройти на оружие, предупреждаю, вы должны принести с собой, да, очки незрячим. А потом еще можете принести с собой ручки, потому что около регистратуры вы будете договоры, как бы это писать, да, свои паспортные данные, ручек иногда бывает не хватает, да? Очки незрячих, это что имеется в виду? Кто очки, плохо видит? Кто плохо видит. Я просто так. А кому вы откажете в приобретении разрешения на получение оружия? Я как психолог могу сказать, да, если этот человек имеет кое-какие данные, да, которые, это не соответствует. Человек должен быть, сознательно, в хорошем расположении, да, он должен отвечать на мои вопросы, да, правильно, а не так, да, вот это, а потом это и это, да, такие ответы не важны. Вы проходите, мы исследуем ваше внимание, память и кое-какие ваши, да, выявляем, в каком состоянии вы находитесь. Мы обычно отказываем тем, когда мы отказываем, да, людям, это не отказ называется, мы направляем на врачебную комиссию. Врачебная комиссия находится на Лермонтова. Это учреждение Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Там вы проходите врачебную комиссию. Врачебная комиссия проводит тоже свои исследования, может, да, провести дополнительные исследования. Если мы выявим, например, да, человеку 85 лет, да, у него снижена память, да, он плохо слушает, да, он неправильно говорит на мои ответы, да, если я, например, не получу тех
например, да, моментов, то я могу его направить на врачебную комиссию. Смотрите, ограничений по возрасту нет. Можно же с 21 года, да? Да, А вот 21. крайняя какая-то... Ну, например, у меня в Момском районе проходил мужчина, да, которому было 90 лет. А зачем ему нужно было? Он охотиться хотел или... Он мне сказал, что его всегда, да, берут с собой. Ну, бывшие его, как бы, это ученики, ради уважения его, да, берут с собой на охоту. И он сидит там, ждет. Иногда бывает, что он чай готовит, да, еду готовит, но чтобы пойти на охоту, нужно продление на оружие. И он сказал, до смерти я буду пользоваться, а после этого пускай берет государство мое ружье. И он очень хорошо прошел. Он всю жизнь работал директором школы, да, очень начитанный, очень уважительный такое уважение, да, такой хороший человек. И я желаю ему здоровья. Надо же, я даже не думала, что в таком возрасте люди еще так, хотят продлевать это разрешение, еще получить очень оружие. Многие, например, старики в возрасте, да, 75-80, они приходят на продление, а те, которые говорят, да, я уже последний раз, я им советую, когда вы еще в хорошем состоянии, если у вас есть сыновья, внуки, да, вы им можете передать, да. Еще я слышала, что можно передавать оружие вот бойцам на СВО. Слышала такое. А по наследству, если передает, он должен какой-то документ заполнить, написать, да? Через нотариуса, и он может передать. Или если он одинок, может за 1 год продать свои оружия, если не хочет пользоваться. А как он Потому что наша справка, например, если вы прошли, да, первый раз, например, но за год вы не успели приобрести новое ружье, да, то вы должны знать, что заключение психолога уже не действует через 6 месяцев, а справка нарколога и психиатра через 1 год. В смысле, после 5 лет? Если ты не продлил? Нет, это на продление 5 лет, да, а если он хочет приобрести, например, новое ружье, если то есть он купил за с покупки? год, если он не покупает на протяжении года после прохождения, да, то справки уже не действительны. Действительно, снова надо проходить. Виталий, спасибо вам большое, мне очень интересно. Я еще за кадром вас спрошу некоторые вопросы. Наших слушателей и зрителей я благодарю за внимание. Спасибо, что были сегодня с нами. Всем хорошего дня и берегите себя, и пусть оружие понадобится только для охоты. Всего доброго.